62 тысячи тонн метана. Кроме того, для 2021 года было характерно большое количество очень крупных пожаров. Здесь на картинке представлена динамика развития пожаров в Горном Улусе в июне и июле 2021 года. При анализе космических снимков, значит, можно понять, какие выбросы происходят в атмосферу. Это все в миллионах тонн выражается. Вот, допустим. А также представляет угрозу объектам инфраструктуры и здоровья. Еще одним важным фактором является деградация вечной мерзлоты. 19-го 560 тысяч гектаров горело. Это в 2021 году. Вот посмотрите, 22 миллиона СО2. Участились, да? Очень большие территории, больше миллиона гектаров земля охвачена пожаром. И наше правительство республики работает, и ВУЗы работают, да? И привлечено почти половина МЧСовских самолетов, которые пожарная ситуация, горение лесов в этом году усилилась. Это, конечно, температура. Этот вопрос мы хотели бы руководство Института космофизики заслушать. Мониторинг лесных пожаров у нас в институте ведется на основе анализа снимков, произведенных в космосе с 1995 года. И не только пожаров. Это и паводковая ситуация, и загрязнение промышленное, ну и прочее. Так вот, я могу сказать, что я последние несколько лет к этому имею отношение, да этим я другим занимался. Могу сказать, что самые за последние лет 40, наверное, с 80-х годов пожары большие, это были в 2021 году, буквально 3 года назад. И они были обусловлены тем обстоятельством, что на Центральной Якутии стал антициклон, который держался несколько месяцев. Он блокировал приход влажных масс и со стороны Тихого океана, и со стороны Ледовитого океана. Установилась безоблачная сухая погода, которая способствовала как раз увеличению горимости лесов. Эти бутылки бросаются, они лежат в тайге годами, снег покрывает их, весной все это тает. Эти сосуды заполняются водой, которая действует как линзы. Одна из причин возникновения пожаров – это именно захламленность стеклянными бутылками наших лесов, в частности тундры. Другая причина – это то, что у нас в институте установили еще в 90-х годах так называемый эффект выходного дня. Как в субботу-воскресенье – все. Последние годы наблюдается так называемое не то что глобальное потепление, термин есть такой – арктическое усиление. Именно на севере, именно в районе Якутии очень сильно изменилась погода. Нужно говорить, наверное, об изменении погоды. Она изменилась очень сильно. За последние десятки лет примерно на 5 градусов, на 4,5-5 градусов теплее и быстрее идет повышение температуры, чем в других регионах нашей страны. За мир мы говорить не будем. Стало очень много гроз. Гроз раньше не было никогда. В частности, значит, в соответствии с публикациями, с научными, есть такая мировая сеть грозопеленгаторов, по всему миру стоит. Так вот, грозы, никогда такого не было, регистрируются даже на Северном полюсе, не говоря уже у нас об арктических районах Якутии, где сухо, гроза, это молния, очень большая мощность выделяется, электрическая, она преобразуется в тепловую, возгорание и все. Вот еще одна причина. То есть, можно сказать, чисто природные вещи и антропогенные вещи, которые носит человек. Что из них преобладает, пока непонятно. Можно сочинять все, что угодно, но фактически никто эти исследования еще на территории республики не проводил. Было 2 этапа. Вот КНИ-2, комплексное научное исследование, 2-й этап, он шел 22-23 год. Вот. Мы надеемся, что республика выделит деньги, а может быть и федеральный центр. И есть большие надежды, что он будет в 2025 году продолжен.
Это очень нужно для нашей республики. Сами понимаете, 3 миллиона квадратных километров, очень много таежного массива, сейчас и тундра горит, а населения очень мало. Точки труднодоступные, очень дорого летать туда на вертолетах, вот самолеты очень дорогие, поэтому нужно все это оперативно, термоточки отслеживать, пирогенные события нужно следить, потому что, допустим, мы точно знаем, сегодня прошла гроза, где-то, да не дай Боже, сухая, а сухая гроза в настоящее время определяется только визуально, только человек может сказать, какая она была, сухая либо мокрая, и ничего нет, а на самом деле там внизу подстилка что-то тлеет, потому что если молния попадает в дерево, очень часто случается, по корням все идет. И через несколько дней начинается возгорание. Это надо отслеживать. Что просто так люди у нас не гонять, технику не гонять туда, чтобы пустую деньги не уходили. Это очень дорого. При этом при анализе космических снимков, значит, можно понять, какие выбросы происходят в атмосферу. Это все в миллионах тонн выражается. Вот, допустим, 19-го 560 тысяч гектаров горело. Это в 2021 году. Вот посмотрите, 22 миллиона СО2. Это углекислый газ. Или 62 тысячи тонн метана. Кроме того, 14,5 тысяч тонн сажи только с одного пожара, с одного. А там у нас горело почти 9 миллионов гектаров. Здесь 500 000 всего лишь. Так вот, метан, он в 20 раз более, скажем так, вреден, чем углекислый газ СО2. Вот пожары идут, вот это аэрозольный индекс есть специальный такой. Это концентрация идет частиц на миллиард. Чем мы занимались? С 1995 года. Мониторинг ледовой обстановки на трассе Севморпути. Сейчас Севморпуть, как нам говорят, как мы знаем, активизируется. Там очень сильно от льда все освободилось, и в ближайшее время ученые говорят, что круглогодично он будет. Кроме того, там по Севморпути с Мурманска до Владивостока тянут волосы, эти оптические сети. На будущий год, там через год должно в Тикси зайти. Мониторинг лесных пожаров ведется, мониторинг техногенного загрязнения, паводковой обстановки, мониторинг постилающей поверхности, атмосферных эффектов. Вот раньше такая штука у нас была в институте, сейчас ее нет. Значит, вот, пожалуйста, в 2010 году мы занимались контролем над выполнением мероприятий по ослаблению прочности льда. Вот распиловка идет. И прямо со спутника видно здесь картинка, как идет распиловка, то есть это контроль. Деньги выделяются, ребята, а вы много сделали? Там длина, ширина, площадь какая. Прямо видно это все. Мониторинг заторных участков реки. Вот в 2019 году мы еще этим занимались. Вот дамбу прорвало, и вот начинается загрязнение. Все это видно, и в целях контроля, да и предупреждения тоже. Вот город Нерюнги, вот здесь внизу показан. Там же открытым способом добывают. Отлично видно. Вот смотрите, площадь Нерюнги и площадь загрязнения. То есть можно оценить промышленное загрязнение и воздействие на природную среду. И вот неиспользуемые, используемые в сельскохозяйстве земли. Мы знаем, что как Советский Союз разрушился, много земель просто и пашни, вот. В Кангаласском, там где раньше совхоз «Миллионер» Актемский был, все брошено. Вот по Вилюйскому тракту 25 километров, там такие пашни были, все брошено. Там мониторинг растительного покрова. Вот, значит, здесь видно, вот на арктическое усиление, вот здесь показано для этого района. Значит, результат. Растительность поперла на север. Не кустарник, деревья пошли там уже. Потом термокарстовая котловина Батайгайка, с которой там идет источник. Вот она, пожалуйста, смотрите, 60-е годы. Это же руками сделано человека, там же грунт брали. 1,5 метра, глубина 5 метров. В настоящее время 800, длина километров, глубина до 100 метров. Вот они фотографии, это все видно. Потом, радарные спутники, есть специальные эти, вот смещение деформации, землетрясения, дома. У нас проблема здесь с вторым микрорайоном, намывные грунты. Значит, как это делается? На самом деле, то обратите внимание сюда.
Железные дороги, реки, водоемы, просадки, посмотрите со спутника, в миллиметрах. 4 красных – это то, чем занимается в настоящее время. Все остальное, чем эти люди в 90-х годах занимались. И это надо все возрождать. Икитенче хүлбекки хүлбүсыларга бих академия вот улахан үлелни пыта пожарная тема именно дистанционное зондирование, мониторинг лесных пожаров тен теманы. Ол теман түмүгүнен бу биги буласпыт гыяйы отчет көрдүлете МЧС. Онна ол түмүгүнен механа бар улахан көмөк урду болбута. Бахардары гычытарга онна били эдде ханна хагаланыр бахардары билек сорга. Ол теманы бу бидеги кылларга бияха бахарбыт агаябат мен көрдөкпүнө тойдыха климат уларыйта болду. Антропогенный олата кихи ологаме биги айылга бытыгар жаяр олихин эти теманы биги академиятына халгыр курдук солга туруктакпыт. Олихин билеген бу кырамуньях түмүгүнөн бахарсакпыт. Эддеттен бахары ханнык сирге бахар болан эрерин түргенлик бахар окхон, ону муллар окхор биги хана бытыгар хамай көдүстак дегенбит. Ол муньяга ытан баран биги бу теманы икитенче хүлбебе сылтан сагалыкпыт дегенбит. Площадь пожаров. Вот на этой картинке видно. Значит, разные спутники. Вот. А ВХРР – это прибор, стоит на одном спутнике. Он измерял площадь пожаров с 1984 по 2016 год. С 2001 по 2022 год другой прибор на другом спутнике МОДИС. И вот здесь видно, вот видите, что они достаточно прилично. Это два разных прибора, у них разные разные координаты, разные трассы. Они видят маленько разные. Что вот пик приходится годовой площади пожаров и путей именно на 2021 год. Это средняя величина, поэтому чуть меньше 8 миллионов гектаров. На этой картинке показаны фотографии. Это фотографии, значит, сделанные во время катастрофических лесных пожаров в Вилюйске и в Чагде. Вот здесь вверху Вилюйск, внизу Чагда. Это во время эпизодов экстремального задымления атмосферы. И вот с помощью, опять же, модельных расчетов у нас ребята провели оценку выбросов в атмосферу естественных природных циклов. Физические и экологические последствия пожаров оказывают влияние на структурный и породный состав лесов, процессы сукцессии, углеродные и азотные циклы, а также представляют угрозу объектам инфраструктуры и здоровью. Еще одним важным фактором является деградация вечной мерзлоты вследствие послепожарных изменений отражательных свойств поверхности. По данным многолетних спутниковых наблюдений с 1984 по 2016 год, вот левая картинка, на территории Якутии, вот эта левая, выделяется несколько областей с наиболее высокими значениями среднегодовой горимости. Это Лено-Вилюйская, вот она, Междуречье, и вдоль побережья Алдана. Вот он, Алдан. Значит, основной вклад, 75%, в итоговые годовые площади лесных пожаров на территории Якутии вносят крупные и очень крупные пожары с площадью больше 10 тысяч гектаров.